Добро пожаловать! Новый выпуск программы «Открытый музей» приветствует вас из Чебоксарского района, из этнокомплекса «Ясно». О, молодец. На улице холодно, можно резать скот. Согласен, Рыжик? Без песен, без обрядов не можем жить. Нехило. Ой, какие тапочки, мне надо домой такие. Ясно – одно из самых посещаемых мест в Чебоксарском районе. Сюда приезжают погрузиться в настоящий чувашский быт, ощутить национальный колорит. Гостевые программы «Ясно» удостоены всероссийских туристских премий за лучшие этнографические маршруты. Попав сюда впервые, многие удивляются, словно в прошлое перенеслись. Здесь не ловят связь, кажется, даже у времени другой ход, более степенный, замедленный. Гостей, как и в старину, встречают песнями. И угощениями. Обрядовый напиток щербет чуваши делают всего 3 раза в жизни на самые значимые события, а в Ясне так встречают всех гостей. Только очень дорогих гостей чуваши встречают медовым пивом. Его называют щербет. Попробуем. Ой. Оно вроде безалкогольное, но что-то немножечко такое веселящее. В этнокомплексе воссоздана атмосфера чувашского подворья. Здесь все словно не из нашего времени. Постройки, даже качели. Чуваши всегда тяготели к музыке. Музыкант-самоучка Николай Фомеряков знает все об инструментах. Сам делает, сам играет. Камыш, тростник, обыкновенная бумага и даже борщевик. Что только не служит материалом для создания дудочек, барабанов, бубнов и многого другого. Наверное, нет предмета, который бы не зазвучал в его руках. Даже гусиное перышко. В Ясне Николай Андреевич охотно рассказывает гостям об особенностях инструментов и играет с душой, чтобы приобщить ребятишек. Правда, научить можно далеко не каждого. Дуете тонкую струю. Меняйте положение. О, говорить не надо. У меня какой-то легкий ветер получается. А тут, возможно, даже дуэт у нас сложился. Есть инструменты особенные, сакральные, со смыслом. От их звука дух захватывает. Бубен, он же имел магические свойства. Да, совершенно верно. Его вибрациями лечили людей, да, в старину. Совершенно верно, да. И чувашские шаманы практиковали. Йомжи их называли еще Йомжи. по-разному, да. Оказывала эта игра лечебное воздействие. Ох, я чувствую вибрации. Сюда попробуйте. Видите, звуки разные. Отдаются внутри, и как-то что-то происходит, да? Музыку наши предки часто использовали для воздействия на природу. А это самый шаманский инструмент для вызывания дождя. Релаксационный инструмент, посох дождя его называют, маракас его называют. Это шумовой музыкальный инструмент. Поднимались как можно выше, да, чтобы на холмы какие-нибудь, горы, чтобы вызвать дождь в засушливое время. Мы сильно не будем, да, чтобы дождь все-таки не вызывать. Видимо, шаманских способностей у меня нет, поэтому природные катаклизмы республику миновали, к счастью. Зато ураган милоты ожидает вас. Впечатлительные, закройте глаза. Рыжики нашли друг друга. Вообще в Ясне живут несколько кошек и собака. Все животные очень дружелюбные. И они тоже поддерживают такую атмосферу уюта и тепла, и добра всего этнокомплекса. Да? Согласен, Рыжик? В этнокомплексе готовы порадовать гостей и активными видами развлечений. Чуваши всегда любили и успевали отдыхать. Вместо клубов и дискотек – игры и хороводы. В Ясне бережно хранят традиции игр, и при случае всегда гостям дают возможность вернуться к истокам и узнать, как предки проводили свободное время.
Даже вот, когда сенокосное время было, утром рано косили, днем убирались, сено сушили, а вечером молодежь опять выходила и до утра плясали. Опять пели, плясали, хороводы водили. После игр на свежем воздухе так хочется плотно перекусить. Еда у Чувашии – тема для отдельного исследования. В течение года у народа было несколько важных событий, когда можно было звать к себе полный дом гостей и щедро накрывать столы. Весной, например, когда у коров был отел, крестьяне приглашали соседей и родственников. Для чего собирались? Для того, чтобы теперь прославлять хозяев. Во-вторых, пожелать здоровья корове, что она была очень молочной. Молоко было каким? Жирным. Другая значимая пора для Чувашей – осень. Урожай собран, закрома полны. Начинали резать баранов и готовить самое распространенное мясное блюдо – кагай-шурбе. Это потроха барана. Ну, конечно, где побогаче могли бы туда пустить и, конечно, и мясо. Ну, промывали, прочищали, туда пускали даже кишки. Способы приготовления кагай-шурбе в районах республики разные. А некоторые чуваши вот и до сих пор в шурбе пускают что? И картошку немножко пускают. Я сама из Вурнарского района, но вот наш шурбе пускает вот это перловую крупу. А куда же шло остальное мясо? Конечно же, на самое коронное блюдо – шортан. Желудочек тоже хорошо ее промывали, прочищали и туда закладывали что? Закладывали мясо и какие-то специи, и готовили шортан. Это блюдо, которое хранилось долго. Вот, например, когда в армию провожали призывников, то в котомку обычно всегда клали что? Шортан, потому что он мог храниться в течение всего года. В Ясне всегда очень вкусно и обильно готовят для гостей блюда национальной кухни. На главном месте, конечно же, кагай-шурбе. Обычно Ясна готовит, у них один способ. Из чистого мяса. Ничего более туда не пускает. Даже специи редко пускает. Это не из потрошков? Это нет потрошка. Тут я вижу печень. Там есть, да? Это из внутренности. Как я люблю. Что же, попробуем супчик с дымком да на костре приготовленный? Ну что, момент истины. Дегустируем кагай-шурбе. На самом деле, я как житель Чувашии уже, конечно же, неоднократно пробовала этот суп. Не сказать, чтобы я была огромным любителем мяса, но это действительно вкусно. Ну правильно, некогда рассиживаться да отдыхать. Дальше на экскурсию пора, тем более, что маршрут ведет прямо на волшебную поляну Чувашей. Это полное погружение в верование и предания народа. Кажется, будто лесные духи притаились за каждым деревом и наблюдают за вами. На почетном месте дуб-старожил, дуб-великан. Ему около 400 лет, по данным специалистов, по окружности 594 сантиметра, ростом 30 метров. В 2008 году исполин включен в Национальный реестр старовозрастных деревьев. Когда старожилы обнаружили, он сильно болел и, казалось, вот-вот рухнет. Создатели этнокомплекса позвали на помощь специалиста, чтобы сохранить природное достояние. Мы нашли замечательного специалиста. Живет он в Австрии. Зовут специалиста Зепп Хольцер. Дедушка такой удивительный. Когда дед подошел к этому дубу, осмотрел его, он сказал совершенно потрясающие слова. Он сказал, к нему нужно подойти как к человеку. Лечили его и впрямь как человека, почистили, обработали все раны. Мало таких деревьев осталось. В советское время дубравы вырубались для строительных нужд. Между прочим, дуб в обхвате 594 сантиметра. Нехило. Такие дубы у Чувашии считались священными. Вокруг них строились керемети. Здесь предки современных жителей республики молились, просили благополучия. Это было местом силы. И сейчас у дуба можно загадывать желания. Для того, чтобы загадать желание дубу, нужно подойти к нему со всем уважением и обязательно встать спиной, закрыть глаза, представить желаемое. Говорят, сбудется. Я загадала. Сотрудники этнокомплекса уверяют, у многих уже сбылось. Мы, гиды-экскурсоводы, пишем роман уже. С вашего разрешения, когда вы звоните, говорите, желание исполнилось, мы это все фиксируем. И уже написали более 200 страниц романа.
Нам, конечно, не очень повезло, мы не застали, как варят пиво в Ясне. А ведь это настоящая магия. Приготовление пенистого занимает от недели до 2. Поэтому в этнокомплексе варят напиток не так часто, слишком уж процесс трудоемкий. Делаем солод вот этим аппаратом. Называется аппарат Ал-Армань. Ал – рука, Армань – мельница. Вот здесь вот рожь. Черпанем 3 раза, положим сюда и вот так прокручиваем. Весь этот вкусный раствор вместе с солодом да хмелем вот через вот эту воронку. Посмотрите. Деревянная воронка. Мы цедим обычно через фильтр, естественный фильтр – это солома. Целая наука, в общем. Рецептов варки пива невероятное множество. В деревнях у каждой бабушки были свои секреты. Пиво у чувашей было повседневное, праздничное, ритуальное, детское. Отличалось оно только крепостью. Наверное, и дня не хватит, чтобы познакомиться со всем этнокомплексом и заглянуть в каждый его уголок и изучить различные стороны жизни древних чувашей. Вот это, например, что такое? Нравится мне эта штучка, не знаю, что это. Но нравится. Оно мне надо. Не знаю, зачем. Снимаем, забираем. Ой, здравствуйте, тем более. Нет, надеть я эту хью не смогла. Это не для моих ручек слабых. О, вода-то есть. Мой размер. Все здесь какое-то сказочное. Деревья будто перешептываются друг с другом. Хочется вслушаться в их разговор и понять, прочувствовать и разгадать душу народа. Музей под открытым небом распахнул свои двери для каждого. Приходите, рассматривайте, узнавайте и удивляйтесь. Это очень увлекательно. Ну что же, надеюсь, вам было интересно и познавательно. Ну а мы побежим дальше искать для вас новые туристические места. Пока! Наташа, а ты куда? А как без оператора? А кто снимать-то будет? Наташа, стой, Наташа, меня забыли.